Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал инициатором первой официальной поездки делегации из Чечни в Республику Беларусь. Делегацию возглавил заместитель председателя правительства Хасан Хакимов. Дипломатическое сопровождение обеспечивалось посольством России в Беларуси. Целый ряд деловых встреч начался с переговоров в Министерстве промышленности. Сегодня по основным направлениям это сельхозтематика, автомобильная техника, коммунальная техника, бытовая. Мы готовы обсуждать, рассматривать варианты кооперационных совместных проектов, совместных предприятий. Мы готовы совместно с вами реализовать ваши идеи, ваши предложения. В свою очередь, вице-премьер Хасан Хакимов отметил высокие темпы развития Беларуси и заинтересованность Чеченской Республики во взаимодействии по многим направлениям. О динамике развития Чеченской Республики на встрече рассказал глава профильного ведомства Муслим Хучиев. Он отметил, что в регионе сегодня заключаются контракты не только с государственными, но и с частными инвесторами. По итогам 2014 года мы были одним из лидирующих позиций по России по привлечению инвестиций в основной капитал. Рост у нас составил 137,8% по сравнению с 2013 годом. В 2017 году мы хотим увеличить этот показатель тоже. Для этого есть у нас проработки и на заводах, и в арабских странах. Информационным сопровождением совместной работы над будущими проектами займется Министерство печати и информации Чеченской Республики. Министр Джамбулат Умаров выразил надежду на тесное сотрудничество сторон. Федеральный закон о координации международной внешнеэкономической деятельности субъектов Российской Федерации в принципе дает достаточно широкие возможности, во-первых, для укрепления этих внешних связей, во-вторых, для дипломатического и информационного сопровождения всех этих мероприятий, тем более, что, как мы знаем, Республика Беларусь является для Российской Федерации стратегическим партнером во всех абсолютно ипостасях. Ряд встреч в рамках торгово-промышленных взаимоотношений был проведен непосредственно с представителями соответствующих профильных министерств промышленности, сельского хозяйства, экономического развития и Министерства архитектуры и строительства. Также делегация посетила концерн «Белнефтехим», агрокомбинат «Ждановичи», холдинг «Амкадор», который выпускает спецтехнику высокого качества, а также завод технологических металлоконструкций. В ходе всех этих встреч были найдены общие точки дальнейшего взаимодействия и соприкосновения. В той динамике заданной политической воли руководителем Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, президентом, и президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, благодаря политической воле этих лидеров сегодня стали возможны такие встречи. Здесь же нужно отметить то, что Рамзан Ахматович очень четко уложил в канву взаимоотношений России и Беларуси именно те чаяния, именно те надежды, которые связываются с дальнейшей динамикой социально-экономического развития как обеих стран, так и нашего региона в частности. Предполагается, что Чеченская Республика в итоге станет вот такой модернизированной площадкой для реализации внешнеэкономической деятельности не только Чеченской Республики, собственно, но и всеми остальными субъектами Северо-Кавказского федерального округа как минимум. И, может быть, даже те инновации и инвестиционные проекты, которые предлагаются сегодня белорусской стороной через нашу республику, через наши возможности, может быть, даже будут продвигаться и в другие страны Закавказья. Непосредственно та работа делегации, которая была связана с деятельностью нашего министерства, хочу сказать, что министр информации Республики Беларусь Ананич Лилия Станиславовна очень тепло и очень сердечно принимала меня, как профильного министра одного из субъектов Российской Федерации, достаточно радушно. Частью программы стала экскурсия по городу, а руководитель Министерства по внешним связям, национальной политики, печати и информации посетил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Боевой листок, они по-разному назывались, но все они были направлены на информирование и населения, и партизан о том, что происходит как на фронтах, так и для доведения приказов Верховного Главнокомандующего. В
общем-то, это была очень сильная, мощная идеологическая работа. Ну, в принципе, понимаете, как бы что кто ни говорил, но любая идеология всегда бывает эффективна только в том случае, если она сконцентрирована вокруг какого-то лидера. Тогда лидером был Сталин, у противника это был Гитлер. И вот сейчас как раз наступили те времена, когда роль этого лидера, она же неприходящая, то есть как бы она, и вот в наше время она особенное звучание получает, потому что мы сейчас как бы находимся на линии противостояния с нашими идеологическими противниками, которые что у народа Белоруссии, что у народа в России, они одни и те же. Да, и вот благодаря тому, что в Белоруссии есть такой лидер, национальный лидер, как Александр Григорьевич Лукашенко, да, очень много удалось сохранить, поэтому мы в таком музее, поэтому благодаря тому, что вы сохранили, мы можем сегодня дать отповедь тем людям, которые пытаются переписать историю. Такой же лидер и Владимир Владимирович Путин, такой же лидер и Рамзан Ахматович Кадыров, вот благодаря которым сегодня мы с вами имеем возможность сохранить нашу историю. Также Джамбулат Умаров встретился со своей коллегой в Беларуси. В своей речи министр подчеркнул общность истории чеченского и белорусского народов, благодаря чему сегодня существует особое взаимопонимание. Нам очень приятно, что где бы мы ни были, с кем бы мы ни общались и не переписывались, с кем бы мы не поддерживали контакты с белорусской стороны, особенно касательно вот этих совместных наших эпизодов из общей истории, особенно советской истории, что всегда нам идут навстречу. Заключительная встреча прошла в Совете министров Беларуси. Заместитель премьер-министра Михаил Русый поблагодарил чеченскую делегацию за этот визит и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. Мы рассматриваем Чеченскую республику по всем направлениям, вот, как один из базовых составляющих работы нашей страны на Северном Кавказе. Одновременно мы представляем нашу страну для вашего бизнеса. В первую очередь я бы хотел передать слова приветствия от Рамзана Ахматовича Кадырова в адрес президента Беларуси Лукашенко. Также еще раз хотел поблагодарить за столь теплый прием. В Чеченской республике тоже сейчас у нас является приоритетным направлением. Это и сельское хозяйство, и промышленность, и нефтехимия. Поэтому есть о чем говорить. Еще раз приглашаем вас в Чеченскую республику. Будем рады видеть вас у нас в гостях. По итогам поездки будут созданы рабочие группы для дальнейшего сотрудничества. В ближайшее время им предстоит разработать совместные проекты, в которых будут заинтересованы обе стороны. Ваид Дадаев, Ибрагим Париулидзе и Дени Хавхаров. Новости.